нагайцы, я думаю, что вот до сих пор так еще находятся на стадии консолидации. Так вот это как раз и есть тот самый процесс нациообразования, который происходил в XIX веке. Но в силу целого ряда обстоятельств, если татары сумели создать ну, наддиалектную общность, во-первых, языковую, а во-вторых, ну, такую надсоциальную общность в виде современной модерновой нации, то целый ряд групп населения не прошли такую стадию. Во-первых, из-за того, что у многих не было просто городской культуры и городской цивилизации, не было высокой культуры, которая способствовала этому. Ну, прямо скажем, что, например, у казахов нация стала складываться именно как советская, потому что в 19-м, начале 20 века никакой казахской нации и близко не было. В то же самое время и в Средней Азии никакой узбекской нации и то же самое не складывалось, хотя, казалось бы, все были предпосылки для этого, но этому мешали социальные сословные перегородки между узбеками и основным населением тюркоязычным сартами, городским населением. И как раз вот это вот препятствовало созданию современной нации, и они тоже складывались уже как советская узбекская нация со своей мифологией. А нагаи, по сути дела, растворились среди других народов, не создав никакой нации. Нынешние нагайцы пытаются создать современную нацию, но уже ну, в гораздо более сложных условиях. И скорее, ну, это получается в виде такой малочисленной этнической группы. И чтобы превратиться в современную модерновую нацию, это еще очень сильно надо постараться. Да, ну вот как раз в этом плане я вспоминаю вот то, что Максудов рассказывал. Это же по его рассказам получается, что астраханские, юртовские, как он говорит, нагаи, которые занимались письменной культурой, у них газеты издавали, вот Габдрахман Гумари, известная личность, журнал издавали, книгоиздательством занимался человек. Он как бы является, с его точки зрения, видным деятелем нагайского сообщества, потому что действительно других особенно видных нагайских деятелей не было просто. Вот государства у них не было, вот национальную культуру современную типа они не смогли создать, только-только зарождение происходило. И вот совершенно неудивительно, что на этом фоне татары, которые смогли создать современный литературный язык, издавали массу газет, журналов, там школьную систему построили новую совершенно. И вот, скажем, Габдрахман Гумари у Маржани учился, и потом у себя создал джадидскую мадресе в Астрахани. Это же все явления вот одного порядка, это один поток.